Государственное телевизионное учреждение «Сафина» и телеканал «Танин» представляют. Курбон Собир, Сироджиддин Гафури, Тахмина Раджабова, Хуршед Мустафоев, Саюда Турсунова, Мухаммад Шариф Рахматулаев, Озуда Ахатова, Ушнуди Дадо. Что движет человеком? Его мечта. Моя мечта — осчастливить тех людей, кого я люблю. Хотя это было не в моих силах, но у меня была привычка убеждать моих близких в их светлом будущем. Для этого я клялся не жалеть ни сил, ни связей и ни здоровья, так как я всегда верил в себя и в свое светлое будущее. И поэтому я поклялся не жалеть ни сил, ни связей, ни здоровья, даже свою собственную жизнь. Лови! Подожди! Иди ко мне! Теперь ты никогда от меня не убежишь. А я и не собираюсь бежать от тебя, Фаридун. Мне очень нравится, как ты произносишь мое имя. Никто не может произносить его так, как ты. Твое имя для меня звучит как песня. И я каждое мгновение пою эту песню. Ты для меня как любимая сказка. Ты мечта и грезы мои. Говори, говори, милый. От твоих слов у меня кружится голова. Сегодня самый радостный день в моей жизни. И я хочу, чтобы мы сохранили в нашей памяти этот день. Неужели ты думаешь, что я смогу забыть день нашей свадьбы? Послушай, что я тебе скажу, дорогая. Я жил ради этого дня, и сейчас я готов всем пожертвовать, для того, чтобы ты стала самой счастливой. А хватит ли у тебя сил и средств для достижения всего этого, мой миленький хвостунишка? Малика, я не шучу. Я сделаю все, чтобы моя семья никогда ни в чем не нуждалась. Я тебя так люблю, милая моя, больше своей жизни. Фаридун. Истинное назначение отца и мужа — помочь своим близким
поверить в завтрашний день. Сегодня я не могу выполнить эту миссию. Не могу. Фаридун Амонов, да. Вы не служили в армии? Нет, я учился в университете и... Послушайте, к сожалению, на эту должность мы берем только тех, кто отслужил в армии. Ничем не могу вам помочь. Прошу. Знаете, одну минуту. Алло. У меня есть несколько срочных дел. Начинайте без меня. Всего хорошего. Я же сказал, у меня срочные дела. Начинайте без меня. Подойду позже. Да. Начинайте. Секретарь. Алло? Да, слушаю. Здравствуйте. Да, добрый день, слушаю. Я по объявлению. Насчет работы? Да. К сожалению, уже взяли. Уже взяли? Да. Очень жаль. Всего доброго. Договор. Фильм Мухиддина Музафара. Алло? Я звоню насчет работы. Что, опоздал? Извините. Здравствуй, дорогая Малика. Здравствуй, Зибоша. Как дела? Ты где сейчас? Все хорошо, я недалеко от дома. А давай встретимся. Я подъеду на машине и сама тебя заберу. Посидим где-нибудь. Я не могу. Да не отказывайся, дорогая. Зибоша, ну ты же видишь, как сегодня холодно. Я не могу. Пожалуйста, Зибоша, ну проведи с нами хоть один день. Я же сказала нет, в следующий раз, хорошо? Береги себя. Не обижайся на меня. Пока. Всякий раз, когда захочешь увидеть меня, приходи ко мне домой, хорошо? Хорошо. Что она сказала? Сказала нет. Послушай, Зибошка, может, сбежим из города? Что скажешь? А бензина у тебя хватит?
Ты вообще о чем? У меня 3 автозаправки. Ого, таким ты мне нравишься больше. Вези меня к Малике. А, девочки, как поживаете? Отвали! 50 56 62, звоните. Эй, парень, не грусти ты так. Не падай духом. Все будет хорошо. Нет, ты видел того человека? Я уверен, он и собственное имя пишет с ошибками. Это и так ясно. У него есть блат. В том-то и дело. А что ты удивляешься? Для хорошей должности нужны деньги. В конце концов, ты не милая леди, чтобы тебя взяли за твои прекрасные глазки. Вот они, прекрасные глазки. Эй, девушка, 50 56 62, звоните. Вот, если бы у тебя были такие прекрасные глаза, то тебя обязательно взяли бы на работу. Знаешь что? Ты должен был пообещать несколько своих зарплат. Я знаю свою цену. Это не важно. Что? Важно, чтобы другие знали тебе цену. Ладно, не переживай. Найдешь какую-нибудь работу получше. Уже 3 года. 3 года, как я окончил институт. 3 года? Как быстро летит время. Это, по-твоему, быстро. А мне кажется, что время остановилось. Да ладно, не переживай. Не падай духом. Зато у тебя жена бесценная. Исполнительная, хозяйственная. А как она готовит? Здравствуйте, мамочка. Здравствуй, мой золотой. А ты мой сладенький. Мамочка, а что вы мне принесли? Кое-что очень вкусненькое. Сынок, ты чай пил? Да. Ты мой родненький. Без меня не скучал? А ну-ка, что вы мне принесли? Я же сказала, кое-что вкусненькое. Где? Сейчас. Вот, яйца. Что принесли? Мне что принесли? Вы никогда мне ничего не приносите. Вы же обещали. До каких пор это может продолжаться? Эй, слушай, может, рванешь в Россию? Там работы много. Эй, девочки, со мной в Россию не поедете? Нет? А в Кайракум? Ну что решил? Поедешь в Россию? Малика не согласна, чтобы я уезжал из Таджикистана. Фаридун, прошло 3 года. Пройдет еще 3 года. Ты со своим дипломом ничего не добьешься, если не будешь шевелить своими мозгами. Ты одноклассника Умара помнишь? У него свой бизнес. А учителя говорили, что грузчиком ему быть. Я не хочу быть как Умар. С чистой совестью засыпать лучше. Какая совесть? Где ты видел, чтобы безработный спал спокойно? Послушай, Фаридун, может, дадим объявление в газету?
Встречайте вашу любимую Зибошу. Тетя Зибо! Здравствуй, мой дорогой. Здравствуйте, тетя Зибо. Ты мой сладенький. У тебя все хорошо? Это тебе. Обещала, принесла. Вот это тоже тебе. Спасибо. Привет, подруга. Привет. Как у тебя дела? Хорошо, а у тебя? Нормально. Да ты мой сладенький. Компьютер, который я тебе подарила, хорошо работает? Да, хорошо работает. Тетя Зибо, а папа мне обещал мобильный телефон. О, сыночек, вообще не говори мне о своем отце. Он никогда не выполняет свои обещания. Да, кстати, а где сейчас этот Альфонс? Сынок, иди посмотри свои любимые мультфильмы, беги. Зибо, это же его отец. Ну и что? Подумаешь, пусть привыкает к горькой правде. Так, и что же тут у нас вкусненькое? Ага, понятно. Да, тут фигуру не испортишь. Знаешь, Зибо, мой муж ищет работу. Это здесь. Фаридун, не переживай. Образованный человек всегда нужен, понятно? Что? Да кому в наше время нужен такой муженек, как твой? Я устала тебе повторять. Разведись, разведись. Найдем тебе достойного муженька. И квартиру эту у твоего отсудим. Но папаша у твоего мужа не дурак. Хоть что-то сделал для своего нерадивого сыночка. Такая квартира сейчас стоит не меньше 100 тысяч долларов. Нам уже предлагали 120 тысяч. Да ты что? Так продавайте же. С такими деньгами и хороший дом купишь, и бизнесом займешься. Фаридун не хочет. Эта квартира ему осталась от отца в наследство. Ну и что? Досталось в наследство. Продавать он ее не хочет. Это дом или музей? Так и будешь сидеть голодная, сложа руки? Малика, до каких пор он будет висеть на твоей шее? Почему ты его так не любишь? Я не понимаю. Я говорю из жалости. Да кому нужны эти интеллигенты в наше время? Они не могут прокормить даже одну семью. Да, а кто по профессии твой муженек? Языковед. Языковед? А что ты смеешься? Я понимаю. Раньше это было совсем другое дело. Сынок профессора. Трехкомнатная квартира в центре города. Он учится в престижном вузе. А сегодня что? Да он никуда не годится. Просто никудышный интеллигент. Зибо. Послушай, подружка, каждый должен заботиться о себе, думать о своем счастье. Ну до каких пор ты будешь есть макароны? Зибо, я счастлива. Я не понимаю, как можно жить бедно и одновременно быть счастливой. Ты молода и привлекательна. Если не воспользуешься этим, то ты просто ненормальная. Не губи свою молодость. Включай мозги. Послушай, у моего Бахтика есть очень богатый знакомый. Хочешь, я его с тобой познакомлю? Какой Бахтик? У тебя что, новый любовник? Неплохой парень. У него Крайслер, свой бизнес, положение, да и жена у него есть. Но это еще лучше. Все заботы на ней. Но стоит мне только щелкнуть пальцами, и он тут же прибежит. Ты всегда умела манипулировать мужчинами. Научить тебя? Перестань. Здравствуй, сыночек. Здравствуйте, пап. Как поживаешь, Умет?
Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты где пропадал? Да вот Зафар мне посоветовал дать объявление в газету, чтобы найти работу. Посмотрим, может, что-нибудь получится. Получится, получится. А что это за восхитительные запахи? Что за царские угощения нас здесь ждут? Ну-ка посмотрим. О, моя любимая еда! Как холодно сегодня. Ну, приступим. Вот так вкусняшка. Мойте руки, я сейчас накрою. Может, сначала поедим, а потом руки помоем? Я такой голодный. Я сейчас проглочу тебя. Ну и где ваша царская еда? И где же ваше царское угощение? Ну и зачем ты его Я привел? готов проглотить вашего сыночка. Малика, перестань. Я ведь терплю твою зибу. Где царское угощение? Я сейчас проглочу вашего сыночка. Вы этого хотите? Проводим гостя, потом поговорим. То, как ты думаешь о Зафаре, неверно. Он неплохой парень. От него никакого вреда. Ты куда? Нас там гости ждут. Не бойся, милая. Я приготовил все заранее. Что ты приготовил? Сейчас увидишь. Ой, не торопи, я же упаду. Осторожнее. Ты стой здесь, а я сейчас. Это самое лучшее место для нас. Что это? Я подумал, было бы отлично, если бы мы здесь поклялись в любви. Давай посадим эти розы здесь. Теперь у нас есть повод, чтобы вернуться сюда. Что скажешь, дорогая? Фаридун, какой ты романтик. Фаридун, может мне устроиться на работу? Ну почему ты не даешь мне возможность помочь тебе? Зебо сказала, что есть работа для меня с хорошей зарплатой.
Так, пожалуйста, оплачиваем за проезд. Вы оплатили? Да, давно уже. На двоих, да? Да. Алло? Да, слушаю. Да, я уже в дороге. Да, еду. Ну, примерно через 10 минут. Пока, до свидания. В чем дело? Ах ты, ворюга! Ты что творишь? Чего зеваешь, братишка? Этот негодяй карманы тебе чистит, а ты? Эй, шофер, останови Только машину. посмотрите, ни стыда, ни совести. Я покажу тебе, как воровать. Эй, а ты что уставился? Эй, шофер, останови машину. Останови машину. Отпусти меня. Саид, опять ты взялся за свои идиотские шутки. Надоел уже? Да ладно, Анвар. Просто прикололся. Хотел тебя взбодрить. Ты вечно спишь на ходу. Сломайте ему руку. Что-то я не понял. Вечно он меня позорит. Больше не повторится. Вы что, знакомы? Извините. Прошу прощения. Ну ты даешь, дядя. Чуть руку мне не сломал. Борец, что ли? А я наивная Извините, поверила. ребята, я же не знал. Молодец. Вам нужно вручить медаль. Да, медалей у меня полно. Я уже 40 лет работаю сторожем в колхозе. И в течение этих 40 лет ни разу не было кражи. Извините, ребята. Молодец. Кто хочет сойти, пожалуйста. Еще раз извините. Ничего страшного. Простите. Пожалуйста. Эй, друг, ты бумажник забыл. Дарю его тебе. Так ведь он пустой. Эй, он же пустой. Не стыдно людей обманывать? Я еще и виноват? А кто? Я, что ли? Опять ушел. Ты видел, сколько там людей было в автобусе? Куча денег в сопровождении лохов. А ты? Вырядился, как старый купец на сватовство? Да еще выставил пустой кошелек на весь город. Мошенник. Не даешь людям нормально работать. Что за дела? Эй, святоша, и что ты этим хочешь сказать? Подумаешь, отобрал пустой кошелек. Подождал бы, я бы хоть в него чего-нибудь положил. Ты вор.
Ну да, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Эй, послушай, а я больше ничего не умею. Что теперь, повеситься? А ты хоть раз подумал о тех, кого обворовываешь? О людях ты подумал? Может, ты последний кусок хлеба у ребенка отбираешь? О, дедуля, советчик. Опять ушел? Эй, ты мне лучше скажи, почему ты так со мной поступил? Я никак не пойму, в чем прикол. Слушай, может быть, ты того, сумасшедший? Жил себе, карманы чистил, горя не знал. Пришел, в душу залез. Кто ты вообще такой? Здравствуй, сыночек. Здравствуйте. Вставайте. Что? Вставайте, забирайте свою старушку и уходите отсюда. Вставайте, вставайте. Идите отсюда. Хорошо. Какой невоспитанный парень. Просто дурак. Я же просила вас не выходить из дома. Так я же не знал. Не обращай внимания. Так значит, у тебя все-таки есть душа? Конечно, есть. Я же человек. Совесть мучит. Это хорошо. Послушай, скажи, ты кто такой? Я тоже человек. Я не об этом. Почему ты так поступил? Я же вор. Я обворовал тебя, а ты? Я знаю. Это не из-за того, что там не было денег. Даже если бы и были бабки в бумажнике, ты бы поступил так же. Не знаю. Наверное, да. Почему? Я хотел сделать добро. Спасти тебя. Спасти меня? От кого? От них? От тебя самого. Эй, подожди, брат. Постой. Слушай, у тебя что, проблемы? Может, я могу тебе помочь? Ты скажи, может, тебя кто обижает? Да я серьезно. Я же вижу, тебе нужна помощь. Ты когда там в автобусе так поступил, меня как... Я все понял. Я впервые встречаю такого человека. Это судьба, судьба. Да я за тебя любого удавлю, ты только покажи. Спасибо, друг. Ты правда хочешь меня отблагодарить? Зуб даю. Тогда перестань воровать. Что? То, что слышишь. Ты хочешь, чтобы я перестал воровать? Эй, Святоша! Нет, люди, вы слышали? Он псих, псих. Я сразу это понял. Тебе не хватает кнута. Ты ненормальный, понял? Ты обещал. Кто? Я? Когда? Ты дал слово? Я обещал помочь тебе. А ты со мной вот так. Это мое условие. А в общем, делай, как знаешь. Постой, Святоша. Слушай. А с этим что делать? Это не мое. Конечно, не твое. Ребята, простите, простите меня. Это того бугая, который чуть мне руку не сломал. Прикажешь и ему душу спасать, а?
Опять ушел. Эй, слушай, да скажи хоть, как тебя зовут. Человек, просто человек, такой же, как и ты. Человек? Что за человек? Будто вывернул меня наизнанку. И зачем только я полез в его карман? Эй, пацан, иди сюда. На, возьми это. Что это? Возьми и топай отсюда. Мне это не нужно. Иди сюда. Эй! Ну что за день сегодня? Одни правильные попадаются. Разбрелись по городу святоши. Что смотришь? Одни ангелы. Нормальному человеку пройти негде. Ни в одной квартире не поступают так, как вы. Уже 3 месяца, как я прихожу и ну что ж вы ухожу. кричите? Да пожалейте Да вы меня, выслушайте старика. вы меня, ну пожалуйста. Так вы будете платить за свет Не или нет? шумите так. В чем дело? В чем дело? Я хочу у вас спросить, в чем дело. Здравствуйте. Когда вы заплатите за свет, а? Уже 3 месяца я не могу получить ни копейки. До каких пор я буду из-за вас получать нагоняй от начальства? Уважаемый, не шумите так. Говорите потише, мы заплатим. Заплатите? Эту сказку я слышал не раз. Значит так, или вы заплатите прямо сейчас, или я отключаю вам электричество. Вот и все. Вы не имеете права, здесь люди живут. Сейчас холодно. Если вы были бы людьми, то подумали бы и о государстве. Насколько я информирован, вы и налоги не платите. Уважаемый, это наше дело. Будете платить или нет? Так заплатите или нет? Эй, вы куда? Стойте. За свет не платят, а с нас требуют электричество. Вот вы какие люди. А Умеду что-нибудь оставила на завтрак? Да, я ему оставила. Ешь. Не переживай. Малика, что оставила? Ну, сказала же, оставила.
Я сделаю все, чтобы моя семья никогда ни в чем не нуждалась. Я тебя так люблю, милая, больше своей жизни. فریدون Алло. Алло? А, Да, ой. здравствуйте. Отче, Мам, اینجا درباره тут про یه какое-то کتاب объявление نوشتم. спрашиваю. Алло? Да, я подавал. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Фаридун. Да, есть. Да, могу. Я согласен на любую работу. Мне 28 лет, у меня есть жена и ребенок. Да, живу в центре. Конечно, могу. Хорошо. Куда? Одну минутку я запишу. Ручку. Сейчас. Хорошо, я понял. Обязательно буду. До встречи. Спасибо. Ну, что? Не знаю. Честно говоря, я не все понял. Говорила женщина. Сказала, что об условиях работы расскажет при встрече, если я ей подойду. И во сколько встреча? В 10. Она дала мне адрес, сказала, чтобы я заходил без стука. Меня будут ждать. Удивительно. А может, не пойдешь? О чем ты говоришь, Малика? Эта женщина единственная, которая откликнулась на мое объявление. Ну, как хочешь. Малика, я согласен на любую работу. Тебе виднее. Ситора, вы где? Я здесь. Поднимайтесь наверх. Ситора, Здравствуйте, Фаридун. Проходите. здравствуйте. Я, Я, кажется, не вовремя. Нет, пожалуйста, проходите. Я ждала вас. Проходите, пожалуйста. В постели? Извините, но я всех своих гостей принимаю на этом диване, лежа. Не стесняйтесь, проходите. Я думал, у нас будет деловой разговор. Честно говоря, мне по нраву задушевная беседа. Не стесняйтесь, я ждала вас. Прощайте.
Вы можете представить себе женщину с прекрасным лицом, у которой парализованы ноги. Извините, что вы сказали? Вы знаете, я всю свою сознательную жизнь была прикована к постели. Мне очень жаль. Жалость унижает. Вы предпочитаете равнодушие? Я предпочитаю сочувствие. Вы можете определить разницу между жалостью и сочувствием? Я это чувствую. Трудно сочувствовать человеку, которого совсем не знаешь. В таком случае пробуждается только жалость. Я это знаю. Некоторые прячут свою жалость за равнодушием, а кто-то открывает свое сердце для сочувствия. Подайте мне лучше эти таблетки. Пожалуйста. Спасибо. Вы вообще встречаетесь с людьми? Я мало общаюсь с людьми. Все больше книги. Но я остро чувствую фальшь. А хотите, я войду в ваш внутренний мир? Нет, не нужно. Я не верю в такую чушь. На мой взгляд, вы какой-то растерянный. Что? Все то, во что вы верили всю свою жизнь, теперь мгновенно улетучивается. Вы отстали от жизни. Вы не можете жить по старинке, а по-новому просто не хотите. Вы потеряли себя, и поэтому выглядите таким растерянным. Такое можно сказать о сотнях людей. Откуда вы можете знать обо мне? Вы же видите меня впервые. А мне не обязательно знать вас. Я знаю людей. По книгам? Вы хотите меня обидеть? Не делайте этого. Это вам не к лицу. А теперь, пожалуйста, возьмите этот стул и сядьте поближе. Будем считать эту небольшую перепалку началом нашего знакомства. Вот возьмите. Для работы, которую я хочу вам предложить, ничего этого не нужно. Что же это за работа? Скоро все узнаете. Только хочу вам сказать, что вы хороший собеседник, и более того, вы можете выслушать человека. Не у каждого есть такой дар. И все, что мне было нужно от вас, вот это. Пожалуйста, Что это? берите, берите. Вы заслужили. Поверьте, вы мне очень помогли. Правда? Конечно. Ну, раз так, спасибо. Приходите завтра, в это же время. Я буду вас ждать. До свидания. Хорошо. До встречи. Еще раз спасибо. Хорошо. Хорошо, до завтра. До свидания.
А ну, Зафар, давай, проходи. Прошу. Давайте-ка посмотрим, что мы тут накупили. Яблоки, груши, персики, огурцы. Откуда все это? На базаре купили. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, я нашел работу. В некотором роде устроился частным психологом для больной девушки. Она инвалид. А что, вы вместе ходили туда? Нет, мы случайно встретились по пути домой. И Фаридун успел мне все рассказать. Ну а теперь и мне расскажи, милый. Что сказать? Молодая красивая девушка прикована к постели. Недаром мне ее голос показался по телефону надломленным. Я думаю, что ей просто нужен кто-то для общения. Ой, бедняжка. Но она не любит, когда ее жалеют. Папа. Да, сыночек? Как дела? Хорошо. А вот это у медик Спасибо. тебе. Эй, здравствуй, Здравствуйте. невоспитанный. Знаешь, что-то в ней меня притягивает и пугает одновременно. Она читает мои мысли. Честно говоря, чтобы читать мысли мужчин, не надо быть телепатом. Другое дело женщина. Эта книга читается сложнее. Да, верно. Женщины очень сложный аппарат. Сложный. Ну ладно. Поживем, увидим, что это за прорицательница и как читается ее книга. Самое главное, что ты нашел человека, который оценил тебя по достоинству. Папа, а теперь вы мне купите мобильный телефон? Папа! Ну, пап! Умет, сыночек, потерпи немножко. Все будет хорошо. Когда? Вы же мне обещали. Сынок, иди поиграй. Не мешай папе. Вы мне вообще ничего не покупаете. Только тетя Зибо покупает. Умет, а ну-ка иди сюда. Подожди. Тебе говорю. Ты будешь стоять до тех пор в углу, пока не научишься говорить с родителями. Понятно? Да ладно, не завирайся.
Вы что-то потеряли, уважаемый? Ты? На, держи. Все такой же растяпа. Ты здесь работаешь? Охранником? Консультантом по безопасности. 65 самон. Спасибо. Неужели сдержал слово? Слушай, не трави душу. А знаешь, что ты мне всю жизнь исковеркал? Разрушил мою карьеру, надругался над моими мечтами. Все уважаемые люди знали, Толип Чака может вытащить аппендикс из кишечника клиента, и тот даже не почешется. А теперь? Давай, выходи. Тебе не нравится быть честным человеком? Да ну тебя. Значит, тебя зовут Толип, а я Фаридун. Очень мне нужно такое знакомство. Еще радуется. Я действительно рад за тебя. Моя жизнь тоже поменялась. Тебе кто-то помог? Скорее, мы друг другу помогли. На свете действительно есть добрые люди. Уж не себя ли ты имеешь в виду? Послушай, а хочешь, я тебя пивом угощу? За мой счет. Спасибо. Пиво будешь? Нет, спасибо, я вообще не пью. Ну, теперь понятно, откуда такая ненависть к чужому счастью. Только не требуй, чтобы я и пить бросил. Я-то знаю твои шуточки. Оглянуться не успеешь, как в святые запишут. Послушай, Толип, я немного спешу. Как-нибудь зайду, поболтаем. Давай, чеши отсюда. Нашел дурака болтать с тобой. Я обязательно приду, Толип. Если ты еще 2 раза придешь, я в натуре стану святым. Пока. Вот так. Это сюда. Ну, давай, профессор. Перестань читать. Не дай бог сойдешь с ума. Должна же быть во всем какая-то мера. Сейчас съедим горячие беляши, а потом примемся за работу. Так, пожалуйста. Ты любишь свою жену, Фаридун? Да, конечно. А она? Почему ты об этом спрашиваешь? Да так, просто. Не бери в голову. Одно меня беспокоит. Это любовь. Я люблю. До сих пор любовь мне помогала бороться с недугом. И именно любовь заставила меня обратиться к тебе за помощью. Я знаю, ты меня поймешь. Только ты сможешь помочь мне. Чем же я могу тебе помочь? Я хочу, чтобы ты совершил убийство. Что? Ты с ума сошла? Шутишь?
Или на тебя так таблетки действуют? Нет, я вполне серьезно, Фаридун. Молчи, больше ничего не говори. Я не хочу тебя слушать. Да выслушай меня до конца, прошу тебя. Я не хочу иметь дело с криминалом. Завтра же я верну твои деньги. И не надо меня посвящать в ваши кровавые замыслы. Иначе я вынужден буду обратиться в соответствующие органы. Хорошо. Ты можешь заявить на меня, если посчитаешь это нужным. Только прошу тебя, выслушай меня до конца, Фаридун. Пожалуйста. Однажды ты сказал мне, что я мудрая женщина. Это на самом деле так. Я много мыслю, и этим спасаюсь. Я действительно задумала убийство. Но без твоей помощи у меня ничего не получится. Я понимаю, это звучит дико. Да, это на самом деле звучит дико. Я хочу, чтобы ты убил меня. Что ты сказала? Ты не ослышался. Ты точно сошла с ума. Я ничего не понимаю. Хорошо, я тебе объясню. Во всем виновата любовь. Любовь? Да, любовь. Я безумно люблю своих родителей. И мне до сумасшествия тяжело видеть и осознавать, сколько горя я им приношу своим существованием. У меня нет никакого будущего. Меня ожидает сплошная боль впереди. Я хочу, чтобы эта боль наконец-то прекратилась. До сих пор я считал тебя умной женщиной. Но сейчас мне кажется, что со мной разговаривает глупый ребенок. Не надо меня утешать. Все уже решено. И не надо отговаривать. Просто помоги мне сделать это. Если ты уже все решила, то почему бы самой не сделать это? Я пробовала. У меня не хватило решимости. И потом, самоубийство – это тяжкий грех. Понимаешь? Так значит, ты хочешь, чтобы кто-то другой взял грех на душу? Я заплачу. Очень большие деньги. Она заплатит. Но все же, я думаю, незапятнанная совесть не стоит никаких денег. А твоя любимая жена тоже так считает? Причем здесь моя жена? Ты же сам говорил, что любишь ее больше всего на свете. Как ты думаешь, сколько еще она будет терпеть мужа-неудачника? Она меня любит. Хорошо. Она любит тебя. А что ты сделал ради этой любви? Что хорошего ты сделал? Я не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Но и гордиться тебе нечем. Ты хочешь, чтобы я гордился убийством? Убийство, дорогой, это тоже поступок. Ты пытаешься убедить меня в том, что Малика одобрила бы мой поступок? Я пытаюсь убедить тебя в том, что ради любимой женщины можно переступить через свои предрассудки. И $100 000 помогут тебе в этом. $100 000? Вот видишь, глаза засверкали. У тебя появился интерес. Итак,
Мы начнем говорить серьезно. И все же я не способен принять то, что ты мне предлагаешь. Ситура, Каждый я... человек способен на убийство. Здесь важнейшую роль играет сопутствующие обстоятельства. А обстоятельства должны подтолкнуть тебя на принятие моего заказа. Я не могу решиться на это. Сможешь. Ты этим спасешь меня и моих близких, а также вытащишь свою семью из нищеты. Знал бы ты, как мне тяжело жить на этом свете. А сейчас иди и обдумай мое предложение. Позвони мне. Я буду ждать. Мне выбирать, и мне же затем жить с этим. Фаридун, не могу решиться спросить тебя. Ты не ходишь к Ситуре? Что-то случилось? Все в порядке. Тогда почему ты такой рассеянный? Я беспокоюсь за тебя. Ну, ответь мне. Я же сказал, что все нормально. Извини, я просто хотела спросить. Малика, Привет, подруга. Здравствуй, Зибо. Как дела? Да, нормально. Тетя Зибо. Ой, медик, здравствуй. Здравствуйте. Вот тебе телефон. О, мобильный телефон. Знаешь, вчера со мной такое произошло. Что? Я случайно познакомилась с таким хорошим парнем. С Бахтиком. Да какой Бахтик? Послушай, у меня свидание, а сумочку я оставила в машине. Дай мне карандаш и тушь. Хорошо. С утра была у Сайоры, на похоронах ее бабушки. Я так плакала. да ну, ты можешь плакать на заказ? Ну надо же, ты здесь? Я многое умею. Хочешь, научу? На, возьми. Я слышала, ты наконец нашел работу. Поздравляю. Спасибо. Не стоит. Ты теперь богатенький Буратино. А у твоей любимой женушки скоро день рождения. Надеюсь, не забыл? Спасибо, что напомнила. Да, но мы не собираемся отмечать. Как это так? Юбилей, 25-летие.
Такую дату надо отметить обязательно. Или я не права, а, Фаридун? Да, ты как всегда права. Короче так, отметим эту дату, как полагается. Я сама договорюсь с директором ресторана. Подумай, кого ты хочешь пригласить. Составь список. Ты ведь у меня единственная подруга. Если Фаридун не сможет, я все оплачу сама. Не суетись, мы не будем отмечать. Да брось ты. У меня сейчас крутой спонсор. Я же говорю, в случае чего сама все оплачу. Перестань, не переживай. Все, я побежала, пока. Пока, созвонимся. Хорошо, не собираются отмечать. Будете отмечать. Малика? От кого выехала скорая помощь? Скорая помощь? Не знаю. Что это? Прости, дорогой. Что это, я спрашиваю тебя? Сердце. Я должна обследоваться. Прости. Прости. Ты знаешь, подружка твоя права. Я ведь и сам над этим думал. Но у Зибо это лучше получится. Пусть она договорится с директором ресторана. Я сам все оплачу. Фаридун, а ты знаешь, во сколько обойдется мероприятие в ресторане? Это не важно. Важно то, что я хочу отпраздновать юбилей любимой женщины на должном уровне. Ты этого достойна. Но сначала ты должна пройти обследование. Понятно? Спасибо. Ты лучше всех на свете. Вот-вот, никогда об этом не забывай.
особенно когда состарюсь и стану ворчливым. Малика, Малика, принеси Да мою не трость. шуми ты так. Малика, Малика, ты видела мою Фаридун. трость? Да перестань Ты ты. куда подевала мою Потише. трость? Ребенка разбудишь. Трость, Фаридун. где же моя трость? Принеси мою трость. Здравствуй. Я рада тебя видеть. Фаридун, ты в порядке? Я согласен. Слава Богу. Не будем терять время. Как ты думаешь? Что? Зачем торопиться? Туда, куда ты собираешься, двери всегда открыты. Давай оставим полемику и приступим к делу. План действия готов. Это я беру на себя. Только осталось исполнить его. Уверена, у тебя хватит решимости. Почему ты так смотришь на меня? Я не могу поверить, что все это происходит со мной. Ты так спокойно говоришь о жизни и смерти. Послушай, милый, я давно уже себя похоронила. Так что давай без этой лирики. Обычно со мной остается сиделка. Сиделка? Да. Неужели ты думаешь, что мои родители оставляют меня одну в таком положении? А как же мои визиты? Я здесь никогда никого не встречал. Это было частью моего плана. Я специально увольняла нескольких предыдущих сиделок. Сказала отцу, что они мне не подходят по тем или иным причинам. Затем выразила желание, что сама найду себе сиделку. По объявлению. И вот ты здесь. Своим я сказала, что еще не выбрала никого. Все должно выглядеть как ограбление и убийство. Заранее я скажу, что придет какая-нибудь девушка на собеседование, чтобы потом пустить следствие по ложному следу. Ты будешь инсценировать ограбление. Заберешь деньги, которые я приготовлю, сделаешь дело и все. Ты что, думаешь, я каждый день убиваю людей? Успокойся. Можешь придушить меня подушкой. Нет, не пойдет. Ты будешь дергаться и сопротивляться. Ладно.
Ты можешь ударить меня ножом. Один раз. В самое сердце. Я мгновенно умру. Пойдет? Нет, подушка лучше. Я не смогу видеть твоего лица. Подушкой так подушкой. Послезавтра. Что? Так скоро? Я же сказала, у нас мало времени. Я в своей жизни не убил ни одно живое существо. Ну, тогда подумай о деньгах. Чистый бизнес. Годится? Ну и отлично. Принеси с собой необходимые инструменты Какие инструменты? для инсценировки. Тебе надо будет взламывать шкафы, искать деньги и драгоценности. Ты должен перевернуть здесь все вверх дном. Я оставлю деньги под подушкой. Забери деньги, выполни свою работу и уходи. Завтрашний день уйдет у тебя на подготовку. Ну а послезавтра мы с тобой увидимся в последний раз. А затем начнется новая жизнь. Вот этого я и боюсь. Я имела в виду совсем другое. Новая жизнь — это жизнь без материальных проблем. Это когда ложишься спать, не мучая себя вопросом, где раздобыть денег на существование. Когда тебе не приходится ходить с опущенной головой перед собственной женой, детьми, роднёй и чужими. Это жизнь ради жизни. Я бы все отдала, чтобы сейчас оказаться на твоем месте. А я бы все отдал, чтобы не знать о твоем существовании. Я был бедным, но счастливым. Послушай, я ведь могу передумать. Много желающих быть на твоем месте. Твое последнее слово — да или нет? В таком случае я буду ждать тебя послезавтра в 12. Пожалуйста. Ситура? Ситура? Вы это мне? Да. Ты Ситура? Кто это? Я не Ситура, вы ошиблись. Да иди ты! Ты ведь Ситура. Ты что, не понимаешь слов? Одну минуту, брат. Ситура. Да отстаньте вы от меня, я позову на помощь. Иди отсюда. Саид! Саид! Ситура. Саид, подожди! Да перестань ты! Успокойся, парень. Что ты делаешь? Саид, не надо! Убью его. Перестань, Саид! Что ты делаешь? Оставь его! Ты что, не видишь? Он же пьян. Пошел вон отсюда. Отпусти меня. Постойте. Остановитесь.
Ситора. Sitora. Ситора. Sitora. Ситора. Man kalit ro faramush kardam. Я забыл ключи. Открой двери. Открой двери. Sitora. Ситора. Kusha daro. Двери открой. Daro ro shikam seri khurdi, ha? Kusha daro. Ты что, наглоталась таблеток? Ситора, открой двери. Ты что здесь шумишь? Эй, Khudash chiga. в чем дело? Aka. Man sitora ro jigh. Я зову Ситору. Sitora. Ситора, а ну-ка иди сюда. Это садро ге. Убери свои руки. Sitora ro. А ну пошли. Давай, я Ситору зову. Ну-ка, давай, пошли. Топай, топай. Sitora. Я зову Ситору. Ситора. Sitora. Ситора. Ну-ка, пошли. Давай, давай. Отпустите меня. Я зову Ситору. А ну-ка, садись сюда. Эй, что здесь происходит? Куда вы меня тащите? Привет, братан. Zafarjon naq. А, Зафарчон, как поживаешь? Все хорошо у тебя? Да, ничего, потихоньку. А что делает мой друг здесь? Ты его знаешь? Да, Фаридун. Эй, парень, ты можешь представить? Я видел Ситору. Далирджон, это мой друг. Tartibi jamiyati. Он нарушил общественный порядок. Нам позвонили. Эй, я опаздываю. Да подождите вы. Пожалуйста, это мой одноклассник. Далирджон, отпустите, пожалуйста. Я его довезу до дома. Ba khotiri tu sar medi. Ладно, я отпущу ради тебя, но ты довезешь его до дома. Да, хорошо. Одну минуту подождите. В ресторане я ее видел. Идем, Фаридун, вылезай. Иди, выходи. О, Зафар, брат мой. Спасибо, Далерджон. Я всегда готов к твоим услугам. Maylash. Пошли, давай, вперед иди. Проходите, садитесь. Давай, садись. Сейчас я тебя быстренько довезу. Что ты такой нетерпеливый? Я же сказал тебе довезу, значит довезу. Ты куда меня везешь? Зафар! Малика! Малика! Зафар, ты меня понял? Я видел ее, я видел Ситору. Ну вот мы и пришли. Нет, ты меня понял? Сейчас я сниму обувь. Малика, ты представляешь, я видел Ситору. Что случилось? Что? Поговорим утром. Куда его? Веди в комнату. Малика, ты представляешь, что сегодня случилось? Давай, ложись. До завтра, Что я пошел. случилось? Где вы были? Я не знаю. Вы почему мне не верите? Извините. Удивительно. Он никогда не пил. Никто мне не верит. Малика, ты даже не можешь представить, я видел Ситору. Почему вы мне не верите? О, Боже, почему они мне не верят? Малика? Малика, я уехала к маме. Отвезу лекарства и заберу у меда. Приеду, поговорим. Твоя Малика. Ситура. Ты? Ту. Ситура? 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 Ситура?
Ситора. 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 Идемте. Я его видела. Он только что вошел. Вы точно видели, что он зашел? Я точно видела. Я же вам говорю, я точно видела, как он вошел. Он вошел вот через эту дверь. Проверим, спасибо. Рахимов, проверьте комнаты. Саидов, ты со мной. А вы, пожалуйста, сестренка, выйдите на улицу. Мы вас потом позовем. Хорошо. Я капитан Зубайт Саидов. Нам позвонили. Кто вы и что вы здесь делаете? Я... Ман... Не двигаться. Руки за голову. Я... Руки за голову. Я что говорю? Не шевелись. Двинешься, выстрелю. Я не убивал ее.